Как разнообразить оливье? Специалисты рассказали, как можно не только сэкономить, но и сделать главный новогодний салат более полезным. Кроме того, в Росстате подвели так называемый индекс оливье. В этом году салат обойдется на 15 рублей дороже в сравнении с прошлогодними ценами. Наш корреспондент пообщался с диетологами и шеф-поварами ресторанов и узнал, что необычного можно привнести в традиционные праздничные блюда. Даже привычное для всех блюдо в ресторане приобретает особенный изысканный вкус. Шеф-повар Егор Егоров показывает, как в домашних условиях можно разнообразить главный новогодний салат – оливье. К примеру, вместо зеленого горошка положить нут, а вместо майонеза – соус «Цезарь». Всего пара особенных ингредиентов, и на столе практически другое, более дорогое блюдо. Тоже относится и к традиционной селедке под шубой. Пробовать как-то видоизменить продукт. Например, что-то не варить, а жарить. Но самое хорошее, что можно сделать с селедкой под шубой, это взять просто очень хорошую селедку, очень хорошо запечь, а не сварить свеклу именно в фольге. Правда, долго, порядка 2 часов запекать надо будет при температуре 150 градусов. Но зато у вас потом получится очень-очень вкусная свекла. Впрочем, большинство россиян все же предпочитают стандартные рецепты. Товаровед продуктового магазина говорит, что перед Новым годом они едва успевают заполнять прилавки майонезом, колбасой и зеленым горошком. Килограмм картофеля у нас стоит 18 рублей. Туда же идет морковь. Килограмм моркови 25 рублей. Так, проходим дальше. Следующие ингредиенты – это и яйца. Яйца у нас десяток 77 рублей. На основе этих продуктов в Росстате и высчитали так называемый индекс оливье. В этом году приготовление салата на несколько человек обойдется в 340 рублей. На 15 рублей дороже, чем в прошлом. Колбаса и консервированные овощи подорожали, а вот картошка и морковь наоборот. Цены на все овощи, за исключением чеснока, были ниже цен ноября 2018 года. И индекс за 12 месяцев, то есть к ноябрю 2018 года, в среднем на овощи составил 91%, а на фрукты и цитрусовые 108%. На это зависит и от урожайности, и от наличия заготовленных овощей и фруктов. Конечно, воспринимать статистические данные слишком строго не стоит. Цены скачут в зависимости от магазина и акций маркетологов. Салаты на новогодний стол можно сделать и дешевле. Большинство россиян привыкло класть в оливье вареную колбасу, однако килограмм не самого дешевого экземпляра стоит около 400 рублей. Поэтому некоторые диетологи рекомендуют заменить этот ингредиент на, к примеру, куриную грудку. Ее цена в магазине раза в 2 дешевле, но салат при этом получится еще и полезнее. Оливье или сельдь под шубой с точки зрения нутрициолога – не самая полезная пища. Вместо майонеза салаты лучше заправить, например, сметаной или кефиром. Ну а в обычный винегрет можно добавить дыню или ананасы. Так, конечно, выйдет чуточку дороже. Впрочем, специалисты по питанию на здоровье советуют не экономить. Сегодня диетологи говорят, светофорное питание. Это что должно быть? Обычно зелень, содержащая зеленого цвета, помидоры красные, да. Сюда же относится и желтоватый перец, и сюда хурьма относится, туда относятся и цитрусовые разных всем. И об этом говорят светофорное питание. Оно обеспечивает нас, во-первых, клетчаткой, во-вторых, минералами, в-третьих, в овощах и фруктах структурированная вода. Салат оливье – это как потребительская корзина в миниатюре. Своеобразный индикатор инфляции в стране. Впрочем, шеф-повара добавляют, канонического рецепта оливье давно не существует. И сейчас каждый может изменить меню на праздничном столе по своему вкусу и кошельку. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Александр Демидов. Новости.